Уважаемые коллеги, одним из важнейших наших приоритетов является повышение роли молодежи в развитии республики. При этом главная цель – это воспитание здорового, интеллектуально развитого, патриотически настроенного поколения, способного отвечать на вызовы времени, на равных участвовать в формировании технологичной, культурной повестки глобального развития страны. В целом можно отметить положительные изменения в развитии молодежной политики, в частности в вопросах увлечения незанятой молодежи в общественную жизнь, объединение и сплочение молодых граждан, воспитание и формирование молодежи из группы риска ценностных ориентиров. В рамках реализации указанных вопросов в 2017 году проведено более 300 мероприятий. Представители республики приняли участие в 14 крупных международных форумах и международных, и всероссийского масштаба. И таких как окружные мероприятия. И в этом году надо нарастить количество участников не только как участников, но и как претендующие на получение гранта на этих форумах. На самом значимом международном форуме Всемирном фестивале молодежи и студентов нашу республику представляли 40 талантливых ребят. На Мушике наша республика, или молодежь нашей республики заняла среди субъектов Северокавказского федерального округа второе место. За последние годы создано более 16 молодежных и детских общественных организаций и движений. Создана единая ассоциация молодежных организаций. Поэтому здесь надо наращивать потенциал, работать. И те слова, которые мы говорим, что молодежь – это наше будущее, подрастающее поколение – это наше будущее, конечно, надо внедрять практику в жизнь уже реальным сектором и направлением работы. Следует отметить, что в Ингушетии активно развивается молодежная общественная организация, молодежный правительство, молодежный парламент, молодежная избирательная комиссия, муниципальные молодежные советы. Кстати, здесь огромная помощь от этих советов. Здесь просил бы правоохранительный блок, особенно МВД, активно включать молодежные советы в работу в именно деятельности дружинников и участковых и так далее. Почему? Потому что они могут являться хорошим таким подспорьем помощи на местах. В 2018 году объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом добровольца, волонтера. Это будет год всех граждан России, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила нашей страны, отметил Владимир Путин. Надо на это обратить внимание. Мы одними из первых провели у себя работу по году добровольца, исход добровольцев, массовое посвящение волонтера. Также запустили собственное мобильное приложение «Волонтер онлайн», ну и другие проекты. Уже надо наращивать, и, конечно, волонтерское движение или добровольческое движение, оно должно работать во всех, не только муниципальных образованиях, но и во всех институтах власти республики. На это тоже обратил бы особое внимание. В том числе и развитие наших юноармейцев и других проектов, которые позволяют больше и больше сплачивать людей и воспитывать духи патриотизма. Надо обратить особое внимание правительству на молодежный форум «Торгим». Почему? Потому что пока что я вижу, что только по инициативе и по настойчивости Комитета по делам молодежи. Это проект не молодежный, это проект правительственный, поэтому прошу на это обратить особое внимание. Ну и, конечно, мы должны посмотреть, на каких площадках, на каких уровнях привлекать молодежь, чтобы они уже учились у старшего поколения. Как я уже говорил, и молодежное правительство, и молодежный парламент должны участвовать на заседаниях правительства и парламента, на крупных мероприятиях, которые мы проводим. Поэтому прошу обратить внимание на это и максимально, чтобы наша молодежь училась работать у нас, накапливала опыт у нас уже. В том числе надо поддерживать молодежь. Здесь я тоже могу покритиковать. Мы ряд там воркаутных площадок построили, но сколько я не проезжаю мимо них, они пустуют. Здесь я вижу не совсем добросовестно те молодежные советы и другие активы работают в этом направлении. Поэтому постарайтесь здесь максимально заполнить эти площадки. Они должны работать там и создавать новые проекты, новые направления, которые сплачивают молодежь и которые дают ориентиры для нашей молодежи. Ну, особо, конечно, это внимание молодежи к нашему старшему поколению. Я уже говорил перед этим буквально. Вот то внимание, которое есть старшему поколению, вот те традиции, обычаи позволяют сегодня нам уверенно говорить, что у нас самое большое количество старших, которые проживают, старшего поколения. Поэтому это надо сохранить, это надо укреплять. Поэтому здесь я просил бы и Комитет по делам молодежи, и в целом муниципальное образование, и правительство уделить этому особое внимание. Если брать направление, в том числе особо важно сегодня подчеркнуть борьба с наркоманией. У нас
идет активная работа в этом направлении. Если брать в масштабах страны, округа, да, мы находимся там чуть ли на первом месте по минимизации этого направления. У нас не такие цифры, как в регионах. Но опять же, то, что есть, это сегодня очень сильно разлагает общество. Мы все знаем друг друга. Если в другом регионе где-то выявляется какой-то там наркоман или там кто-то торгует наркотиками, и про него никто не знает, кроме правоохранительного блока и соседей, то у нас это все узнают все вместе. Поэтому здесь очень усиленно надо и активно работать с теми, кто в первую очередь распространяет это зелье, этот яд, это отраву для нашей молодежи, для нашего населения. Ну и, конечно, работать с теми, кого можно уже вытащить из этого состояния. Те, кто уже попал в зависимость, сложно вылечить. И больше надо здесь профилактику проводить. Я уже говорил об этом. Одними лозунгами, плакатами, баннерами мы задачу не решим. Здесь еще раз подчеркиваю и целом ведомстве МВД, на которое уже возложена борьба с этим направлением после ликвидации федерального направления. И общественные советы, и муниципальное образование совместно здесь должны работать. В том, что через профилактику не надо стесняться об этом говорить и на общественных встречах. На это тоже обращаю особое внимание. Дорогие друзья, мы много делаем, много работаем.